Чего стоит ожидать жителям Донецка и Луганска, решившим получить этот паспорт? Что ожидать им, это, в общем-то, нужно четко понимать, что я вот так назвал это ползучей такой аннексией. И тут не только Луганск, Донецк, еще, скорее всего, будет задействован и юг Украины. То есть откроются эти представительства и в общем-то, будет стимулироваться процесс получения гражданства. А потом, естественно, вокруг этого все вопросы касательно спекуляции защиты российских граждан, то защищали русскоязычное население, открыли войну, а потом будут защищать российских граждан. И к этому надо относиться очень серьезно, потому что такая защита за собой несет прямое военное вторжение. А можно ли ожидать, что, ведь люди будут брать, да, наверное, кто-то вот по каким-то разным соображениям, можно их предупредить об опасности? Вот что в этом паспорте такого, чего они могут ожидать? Что может случиться? Вот мы уже сейчас вспоминали историю с Олегом Сенцовым, который автоматически стал гражданином Российской Федерации, и теперь у Украины нет возможности, скажем так, его как своего гражданина вернуть на свою территорию, потому что россияне говорят, а он наш гражданин. Не столкнутся ли вот жители Донбасса вот с так похожими проблемами? Тут много еще вопросов, связанных с социальным обеспечением. То, что касается социального обеспечения, даже вот весь этот год там посещая разного рода собрания, в том числе и я, пытались объяснить, насколько абсолютно несоизмеримо отношение России к своим гражданам и Украины к своим гражданам и искать и в примерах защиты прав и свобод, и в примере социального обеспечения, да. Но вы правы, многие будут брать, исходя из того, что пусть будет, или там Россия-матушка, или еще что-то. Как тут остановить, тут только консолидированное политическое давление вместе с партнерами и включение еще ряда санкций. Это прямое вторжение во внутренние дела нашего государства, оно ничем не отличается от прямой аннексии, понимаете? И тут заявления вот эти вот, как там вновь избранный президент сказал, мы будем всем там раздавать. Мне кажется, это просто неопытность и непонимание этой проблемы. А учитывая, что он имел постоянные связи с Россией, ездил и выступал там, и видел Россию, скажем так, в тех розовых очках со сцены, под аплодисменты. Это очень серьезная угроза территориальной целостности Украины. Поэтому тут нужно более жесткие заявления и встречи с нашими партнерами, недвусмысленные, однозначно заявление о том, что недопустимости исключения, как я уже сказал, ряда санкций и лечения санкционного давления на Россию. Ахтамага, мы тут еще обсуждаем еще одну тему, связанную с 5-летием запрета на въезд в Крым лидеру крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву. Вот спустя эти 5 лет, скажем так, подводя итоги, как вы оцениваете те события, запрет и, собственно, дальнейшую борьбу за права крымско-татарского народа? События 3 мая 2014 года, в общем-то, это было очень такой эмоциональный, знаете, вот сконцентрированный такой протест спустя несколько месяцев, уже который мы на себе почувствовали вот этой военной оккупации. Ведь с первого дня
был развязан такой террор по всей территории Крыма, и люди в таком сильном напряжении были, что подобного рода действия со стороны оккупационной власти воспринялись очень эмоционально, и автоматные очереди, и тысячи людей, которые собрались там, прорвали эту так называемую границу. И, как знаете, как вы помните, сотни потом гражданских дел административных. Да, люди были оштрафованы за участие. Конечно, и на мой взгляд, вот эта часть осталась как-то за скобками политической, как сейчас в защите прав человека, да, мы незаслуженно подзабыли вот этих людей, которые попали одними из первых под пресс, да, вот этой оккупационной власти. Это тогда еще нужно сказать о том, как тогда это их сильно напугало. Ведь после этого более энергичнее они стали военизировать защиту этой так называемой границы. Ахтем, Но в целом, да. Да. Я бы сказал, что вот с того момента сопротивление, оно уже было очевидным оккупационной власти, и они это понимали, и мы понимали, что начинается новая такая история противостояния между крымскими татарами и Российской Федерацией. То есть вся борьба еще впереди по-прежнему. Да.